Продолжаем рыбалку. Пойман первый окунь. Вот такой вот красавчик. Двадцатки. Вот он. Хорошенький окушок. Два маленьких были отпущены. Начало есть. Значит, продолжение будет. Красивая, прекрасная речка. С перекатами, с плесами, с травой. Он окуня поймал вот на такой воблер донбасский от Сереги. Кидаю в надежде на щуку. Ромка кидает блесенку вертушку. На маленькую блесенку маленькие окушки, а на воблера схватил хороший. Продолжаем разведку реки. Пока едем вверх. Скоро поедем вниз. Не знаю, докуда доедем, смотрим. Приметили уже с десяток хороших мест, где можно половить хариуса на перекатах. Где можно половить того же окуня, щуку. Но пока идем, останавливаемся чисто на таких местах ненадолго, чисто попробовать. Вот здесь остановились, вот была первая поклевка. А, хариуса еще поймали одного, да? Да, еще один хариус. Поймали двух, одного отпустили, одного забрали. Один поменьше был. Хариус средних размеров, крупных нет. Мелкий попадается, но мелкого, если сильно не повредился, выкидываем обратно. Поехали дальше. Один и был, видать. Места, конечно, красивые. Обалденные. Второй мелкий. А первый вот Ромка тоже вытянул. Но мой все равно крупнее. Пока да. Пока. Надеюсь, Так что далеко. поставил блесенку, убрал воблер, но не поменял поводок с поводком. Поводок мощный, твердый. Надо сюда тонкий твой поставить, наверное, поводок, да? Я говорю, возьми хороший. А у меня нет его. У меня есть. Доставим? А? Доставай. Дайте. Давай. У меня этот, блядь, наверное, пугаются его, бля. Мало того, что плетенка, да еще и это поводок черный, большой, вот толстый. Сейчас достану. Красивенький. У меня, правда, короткие они все. Да и бог с ним. Мелкпол. Все, пока. Что-то окуни не стайные, да, крупные? Угу. Поодиночке. Так, друзья, у нас случилось небольшое приключение. В общем, одновременно закинули два спиннинга. И я своей тяжелой, ну, не тяжелой, а удочкой, получается, порвал у Ромки уловистую блесну. Но мы были на том берегу, и я видел, что она упала вот где-то в метре от травы. Заметил, куда она упала. 20 минут поиска, Рома уже говорит: о, сачок сейчас уплывет. Куда, говорит, все уплыло. Я с очком прошерстил все, тут тина, очень много тины, видимости 0. Хорошо, глубина небольшая, где-то по колено, чуть выше колена. И что вы думаете, все-таки я нашел эту блесну, и сейчас мы вам ее покажем. Рома говорит, 3 раза уже я доставал ее. Понтон. Да. Вот такая понтоновская блесна. Уже и сколько и хариуса, ловит, и щуку, и окуня, всех. Ловит все подряд. 700 сколько? 50 рублей стоит, да? Нет, 690 что ли? 690 рублей вот она стоит. Но как мы видим, она рыбу, как говорится, косит. И мы потеряли почти полчаса времени. Рома уже такой говорит, пошли. Я говорю, нет, все-таки найдем, потому что я видел, куда она упала, в принципе, недалеко. И вот с очком прочистил житье. Гальяна сколько речного, очень много гальяна. И все-таки мы нашли. В улове, нырял? Тоже видел, куда упала? Да, закинул. 3-й раз уже получается. Открылся карабин, Ага. закинул, смотрю, летит. Ну, упала
тяну, понимаю, что без блесны тяну, а видел, куда упало. Сразу вот так вот, как ты, не отрывая зрение туда, на моторе подъехал, сразу разделся, недолго думая. Ну, видно было, да? Нет, я ее не видел, начал доставать этим, как его, веслом, но веслом начал ковырять, в итоге пришлось раздеться и по пояс я ее достал. Вон 3 окуня, как 3 богатыря, один меньше, второй. И выпустили где-то, наверное, уже пару хорюшков и с 5 окуней. Вот. Так, ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Это да. Опять настроение поднялось. Поехали дальше. А то уже было такое угрюмое, я говорю, не, найдем. 3 раза сказал, да поехали, поехали. Я говорю, нет, я все равно найду. Упертость все-таки. Упрямость все-таки победила. хорошая черта бывает. Поехали дальше. Так, друзья, у нас опять меняется власть, опять затянуло тучами, все, опять одели плащи парки и все такое. Прячем все, что можно, накрываем всем, чем можно. Не знаю, надолго, недолго. Доехали до слияния 2 рек. И, наверное, уже будем отсюда сплавляться. Потому что поднялись достаточно так высоко. Дальше как-нибудь другой раз, да? Я так думаю. Или выше поднимемся еще, нет? Разведка боем. Или еще выше поднимемся немного? Можно? Роман сказал, что можно. Но дождь переждем по-любому. Потому что хрен его знает, чем он будет еще... Сколько он будет поливать. У нас вот рюкзак все мокнет там. Хоть и с этим накрой, столом, нет? Столом. Кузан нас хоть велти, нет? Ну это... Чехол натянуть не успели. Но будем надеяться, что дождь будет непродолжительный. И пока попробуем покидать спиннинг. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь и снег в любое время года. Не хочу материться, но надоело мне уже это, твою мать. Сидит. Что там, какаешь? Накрываю аппаратуру. Ужас. Ну как вот, ну как так, блин, каждый день мочит, блин, как хочет. Стало бы закончить сезон нормально. Ага. Стало бы сезон бы закончить нормально. Я-то закрыть его. Да. Ладно, что, нам не привыкать. Не знаю, что будет после дождя. Пока вот стоим, пережидаем. Туч вроде бы как нету. Вон. Но поливает, поливает и поливает уже в течение 20 минут, наверное, если не больше. Все, прячем аппаратуру, пережидаем дождь. Ну вот, друзья, дождичек прошел, как будто и ничего не было. Опять солнышко, опять тепло. Вычерпали воду. Ведер 5, наверное, если не больше. Самое интересное, здесь вот стоит окунь. Что не пробовали кидать, вот они стоят, я даже вижу, не знаю, видите ли вы. Вот он стоит, больше ладошки, даже средние окуньки. Ни блесну, ни резину, ничего не берут. Одна поклевка у меня была, пока стояли, переждали дождь. Вытащил маленький. А, 2 маленьких вытащил? Угу. Ну вот, здесь видно, но сейчас время обед, может быть из-за этого. Но он даже не реагирует. Я вижу, вот за травой стоят вот 5 штук вот здесь вот. Нам, наверное, тоже пора пообедать. Я пока не хочу. А? Пока не хочу. Я плотненько позавтракал. Ну, вы сегодня плотненько позавтракали, да? Вот. Думаем, что делать. Ромка сказал, немного еще поднимемся выше. Интересно. Чтобы до вечера хватило участка сплавляться. Все, погнали. Ну что, вот и добрались мы, так сказать, на сегодня до верхней точки. Выше подниматься пока сегодня не будем. Будем сплавляться самосплавом, откидывая блесной все перекаты, все вот такие тиховоды, ямки. Посмотрим, что у нас получится. В надежде, конечно, щука, на перекатах хариус. Ну, окунь, что есть на этой реке, мы уже увидели. Вон,
первый заброс. Первый заброс, и вот Ромка уже кого-то тащит. Окунь. Вот там вот раз, два, три, 4 более-менее. Маленький. Вот О! этот мелкий, да. Я говорю, очень много мелкого окуня тоже. Так что одеваем камеру на голову, если что-то будет интересное, покажем. Ну вот и хорюзок первый, вот он. И самое интересное, клюнул не на перекате, а на траве. Ну как, камни тут тоже есть. Первый заброс и сразу же поклевка. Если так будет продолжаться, это будет очень хорошо. Но как обычно, если с самого начала начинаются поклевки, то как обычно может потом все это прекратиться. Вот кто-то гонится, вижу, за блесной. Окушок, скорее всего. Да, это окушок. Это окушок. Таких мы не берем, космонавты. Стараемся брать Сегодня не товарищ. крупного трофейного окуня. Пока мало мы увидели. На воблер вот я крупного поймал, Ромка чуть меньше. Ну есть он. Да, есть, но мало. Вон кузнечик на воде плавает. Скоро он, наверное, доплавается. Хорюзок, наверное, какой-то где-то на перекате его съест. Самое главное, мы начали рыбачить. Да, поднялись до самой верхней точки. Правда, неправильно сплавляемся. Лыжей вперед, блин. А. О. Харюс. Хорюз, да, хорюзочек хороший. Вот Янцкаден. Так что пока все красиво. Дай бог и дальше так. Расстояния прошли немалые. Так что я так думаю, до вечера нам где-то еще надо остановиться пообедать. До вечера нам хватит, был удар. Самое главное, мы начали рыбачить. Был ударчик. Переката хватает, травки хватает. Там, да, есть промежуток такой, что тихое течение с плесом, но там будем надеяться на щуку. Вот. Как-то вот так. Отличные места, отличная река. Мне понравилось. И только благодаря нашей Уралочке мы смогли подняться до этих мест. На казанке с обыкновенным мотором здесь видели казанку, на моторе поднимал очень-очень медленно. И мотор был этот, как бы, весло. Вот на таких тоже вот потихонечку ездят, очень-очень медленно. Но там много груза не... Сколько груза бы эта казанка бы, наверное, уже утонула. А на нашей Уралочке мы проезжаем и везем немало груза, как бы. Так что только благодаря Уралочке у нас открываются новые горизонты. Но теперь, раз уж мы открыли эти новые горизонты, я так думаю, эта поездка у нас будет не последней. По-любому мы сюда будем изредка по возможности приезжать. Итак, друзья, вроде нашли хорюзовое место. Одного за одним поймали 5 штук. 5 штук поймали. Закинули якорь. Но походу он не держит. Ладно. Самосплавом сплавляемся. Или это везение? Ну, видать, они здесь рядом стояли. О, какой булыжник здоровенный, блин. Тут возле берега как бы ямка, вон крупные камни, а он, видать, за камнями тут стоит. Еще есть. Есть, просто это якорь у нас не с той стороны, блин. Правильно мы бросили. Это ты неправильно бросил. Ну, да. Он тащит сейчас поперек лодку, блин, получается. Сейчас, может, встанем. А берег... О, лыжи встали, все. Сейчас должна остановиться. А вот посередине встать? Все, дальше. Сейчас он никуда не пойдет. Нет, а вот посередине встать. А вот ставить. О, какие булыжники, смотри на реке. Река зарастает, очевидно. Тина много, ну. Блин, вот стоит только включить камеру и все.
Или мы эту стайку выловили все. Вот, смотри, окуней сколько. О, штук десяток, наверное, окуней, блин. Да. За блесной погнались. А хариус не церемонится. Если есть, он хапает сразу. Уловистое место проехали, немножко половили. Начинается самое приятное. Это чистка рыбы. Потому что на улице жара, все надо делать быстро, чтобы рыбка не испортилась. Чешую с рыбы не снимаем. Лучше сохраняется. Лучше сохраняется, да, форма. Чисто убираем кишки, промываем и засаливаем. Ведерочко укрываем вот там вот в прохладном месте. Потихонечку улов растет. Совмещаем, как говорится, полезное с приятным. Это принимаем солнечные ванны. Немножко частично даже купаемся, бывает. Наслаждаемся красивой природой. Красотой вот этой прекрасной речки. Хороший. И сейчас скоро, наверное, будем кушать. Вот такие средненькие. Крупного хариуса нету, килограммовиков, да. Средний размер. Ну что, друзья, вот и долгожданная щука. Правда, не обошлось без потерь. Вот она, эта щуренция. Вот за этой щукой мы сюда и приехали. Светлая, речная, хорошая щука. Ну, наконечник китайский от моего Lucky John, к сожалению, не выдержал и сломал. Сломался наконечник, потому что подняли вертикально. Вот такая щука, где-то на килограмм примерно. Вот это китайский наконечник. Он потому что вертикально я держал, так вертикально, он дернулся и все. Кое-кто нормально, есть так и жда. Как-то вот так. Спиннинга нет. Будем что-то думать. Бомбарду убирать, ставить вертушку туда. Ладно, главное начало есть. Первая достойная щучка. Вчера щуренок, сегодня уже щучка. Щука, можно так сказать. И вот пару хорюшков, пару окушков. Я скажу вам, мы надеялись на лучшее. Ну, что есть, то есть. Очень медленно, но улов растет. Очень Самое много. главное, мы побывали здесь. Да. Открыли новые места и вот поняли, так. что здесь можно ловить. Да, и ломать удочки тоже. Короткие включения. Потихонечку сплавляемся. Потихонечку растет улов. Немножко хорюсков, щучка, окушки. Очень много мелкого окуня. Просто очень много. Где-то, наверное, ну, штук 70-80, наверное, точно уже выпустили обратно. С ладошку даже. Дядя Геня меня не кормит. Я его не кормлю. Рома, бедный Рома проголодался. Я ему говорю, осталось до вечера уже. Сядем, а спокойно вечерком Можно поедим в уже. прямом эфире, пожалуй. Меня не кормят. Тебе и так хорошо, смотри. Ты и так сытый. Я не сытый, я кушать хочу. Геня говорит, надо ловить. Длиннющий плес вот. Да. Сплавляемся до следующего переката, кидаем якорь. Предыдущий вот этот перекат, который Хорошо, я хорюска дал. нормально, да, где-то штук, наверное, штук 15, наверное, точно поймали. Угу. Вот, как-то вот так. Показывать смысл одно и то же, думаю, интересно мало, потому что не каждый заброс. Экономим карту памяти. Их у меня осталось уже одна. Нет компьютера, скидывать некуда. Заполнил уже все карты памяти, так что все делаем на коротке. Коротко и ясно. Главное, что мы... Разведка удалась. Главное, что мы на этой реке. И первый раз, я так думаю, не в последний. Вот, еще один. Окушек. Слава богу, сорвал. Как-то вот так, все. Teraz oglądaj. Oglądaj teraz. Опа. Солнышко спряталось и на мушку лучше стало брать. Это уже мне нравится. Вот сейчас будет бульс.
Бульс. Нет, нет, не бульс. А так не плещется, да, толком? Или просто не на кого плескаться, может быть? Может, сытый? Да нет, берет и жадно, он нормально. Днем не брал, а вот вечером начал прыгать. Днем блеснул, лучше брал. Мушку вообще не хотел днем. О, видишь? Но это мелкий, это тоже. Опа, это мелкий. Да нет, вроде не мелкий, нормально. Идет. Тяжелодуший. Бляха. А клопов-то, ой. Чуть бы не было. Тебе повезло сегодня меньше, чем нам. Да. А крючок мне в руку вошел. Я пока клопа рассматривал, у него на спине, блин. Клопов очень много. Вот они на перекате, да, в траве там. Нет, в траве нет, на перекате все. И то успевают эти клопы, блин, оккупировать их бедных. Если жара не упадет и будет продолжаться, клопов будет очень много. Рыба даже может погибнуть от этих клопов. Бывает, подыхает. Вот они идут все в лесные речки, где холоднее. День подходит к концу, ни много ни мало. Потихонечку, помаленечку, то там, то здесь, то на перекатах, то на ямках. Вот так вот накидали. Порадовали, конечно, вот эти экземпляры. Вот раз, два, вот парочка вот таких вот крупных орюзов порадовала. Окунярики вот такие тоже классные порадовали. Нормально. Я считаю, что рыбалка удалась. Карта памяти уже заканчивается, так что много. Роман спортивной рыбалкой занимается. Заколебали эти мелочи. С ладошку вот таких вот окушков выкинули уже больше сотни по-любому. В общем, что лишнего говорить, вы сами все видели. Я считаю, рыбалка удалась. Так что все хорошо. 27 июля должен приехать. Привезти должны мне компьютер, который я заказывал на Озоне. Будет компьютер. Скинем весь материал, попробуем. Это уже не 100, а уже 200, наверное. Скинем весь материал и будем работать дальше над фильмами. Пока съемка идет вот так вот, в укороченном режиме. Ну, в принципе, я доволен все равно рыбалкой. Роман, Конечно. как? Ромаш, как? Конечно, ничего себе. Вот. Не знаю, хватит, не хватит нам сделать пару кадров на завтра. Если не хватит, давайте, друзья, прощаться. Всем спасибо за внимание, всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока. Я счастливый. Увидимся.